Углич. Такой чудесный парк. В ожидании блюд. Тут лапша с цыпленком. Шел десерт. Это мы идем по Парку Победы. Кинотеатр под открытым небом. Музей истории велосипедов. А что такая теплая-то? Такие двухэтажные домики. Ланча пожарная. Винно-водочный магазин. Свежая тропа. Музей водки. Вова тут был. Мне так нравится. Принца нашла. Бывшая Пятницкая. Воскресенский мужской монастырь. Да, где шлюзы? Даже там? Ух ты! Там даже сейчас увижу кого-нибудь. 5 интересных фактов о Волге. Ширина Волги в центральной части Углич обеспечила Москву электричеством. Вовина подпись. Мы сказочно богаты. Тропа до сих пор идет вот 1100 метров. Да откуда музыка играет? 1480. Так, выжигали, видимо. 1692. 1446. Городской пляж. Ой, какая прелесть. Сегодня 17 июля. Всем доброе утро. Из города Углич. А из нашего окна ГЭС видна. Вот она, вот. И купола. А это из другого окна. Всем привет! Мы в Угличе. Сегодня мы еще раз решили посетить Крем, потому что вчера не успели. Вот. Так что мы пока еще в Угличе. Тут уже вовсю встречают, песни поют. Ой, хороший голос. Студийных князей. Вот, первый этаж, второй этаж и цокольный. Вот в этом здании мы сейчас на 2 этажа зайдем, еще в цоколь. И еще церковь царевича на крови. Она где? Мне кажется, вот те Это синие вот вот купола, здесь да. Ну, заходим. Все, заходим. Здравствуйте. Нас сразу в цоколь. Ходи тут по настилу. Нас сразу схватили. Вот тут это и есть цоколь, я вам сказал. Ой. Это какой-то погреб, да, был, скорее всего? Вот они. Ступи. Ты думаешь? Да, мне кажется, это такая мозаика была. Ручная роспись. Они же все разные почти, да, нет? Мне кажется, даже одинаковых нет. Посмотрю. Ты видишь хоть один одинаковый? Они все разные. Вот это именно плитка. Вот она вот единственная, она вот так вот обрамлена прям вот в куполе. Если все вот так вот, да, со шкафчиком. Тут связи нет, кстати. Давай. Нет, все. Знаете, да, какие раньше книжечки были? Не просто крашеные, еще и с узорами. И тут тоже узоры. Копия. Пожарский и Кузьманин. Вот благодаря им, собственно говоря, да, вот это великий осмотр кончилось, да, и потом Зинским советом.
Первый роман. А вот ему 16 лет было Михаилу Федоровичу, когда его избрали царем. Он вообще приходился родственником, дальним каким-то родственником Рюрика, очень. Ни хрена не видно. Толстенные. Может, все-таки тут отстреливались они? Не знаю. Смотрите, цепи были. Знак из надзирателя Угличской тюрьмы номер 1. Знак мирового судьи с цепью 1864. Господи, посмотрите, какие цепи носили. Вот это надзиратель. Вот это судья. Под 4 кто носил должностного знака? А 8 знак мировой судьи с цепью. 1864. Чем они отличаются? Одни и те же, что ли? Ой, год и все. С ума сойти. А печати-то сильно вообще не изменились, да, Вов? Смотри, такие же остались. Гербовое углическое казначейство. Точно такая же. Ничего. Пойдемте. Вот это, конечно, наряды, да? Раньше у них были. Господи. Ой. Столетие. Пойдемте дальше. На второй этаж. Каска полицейская. Мы сейчас с Вовой очень жаждем подняться на второй этаж. Не то, что посмотреть, а посмотреть тубусик. Вот эти маленькие окошечки. Как это все было. Мы чувствуем себя цесаревичем, заходим в свои палаты. Вот цесаревич наш, Владимир. А это Анна, царица. Владимир, Анна. Видите, у нас все какие имена. Я одна Оксана. Не царское имя. Ух, какие двери красивящие. Ух. Вот это да. Это трон? Я сразу к трону. Кинжал, копье, топор боевой, копье, наконечник, кистень и гиря от кистеня. Все время думала, это булава. Это кистень. Представляете? Ну, вот знаете. Гирю-то еще и меняли? Обалдеть. Настоящие. Крестьяне бедные приходили на поклон. Все находили, видишь? А, видишь, еще на голове ведь украшения носили всякие. Не только на ушах. Это нож. Третий.
Остатки, ага. Клинки, видишь, так одевали. Еще статуи. Петухов камень. Что за Петухов камень? Нет. Петухов камень. На крайне убийча. Сейчас ты игрока. Вот она. Вот такие штучки вот на улице здания из красного кирпича сделаны. Вот. Видимо, это было, ну, украшение в то время. Что лучше? А где печь? Это печь, да, видишь, как красивейший. Вот здесь типа были. Вот такой вот мосточек стояли. Вот Волга, вот этот ручеек, вот мост. Огромная Полностью территория. восстанавливали. Видишь, с двух сторон у них, с трех сторон вода. И только здесь у них суша. Сейчас идем. С теплохода люди пошли на экскурсии. Да. Вот на этой деревце. Так у нас еще одна экскурсия. Ты что, забыл? Да, а что это? Пошли. Церковь царевича Дмитрия, а где она? Вот она. Все, они идут уже. О, сюда. Да. Здравствуйте. Так вот здесь очень интересная роспись Чехии. Это библейская история сотворения мира. Побитый Бог Саваоф 6 дней работал. Вот он показывает палочкой. Значит, кто-то луна, звезды, невеста, солнце, на пятый день животных, история стала сотворением. И вот мы видим, что уже ангела, который как бы будет сотворенным им миром. На шестой день он сотворил первых людей, Адама и Еву. В каждом благословении. Бог создал по подобию звериный. Нет, лучше не просто говорить, а у них это все. Ну, вряд ли. Чтобы слушали, наверное. Не, вряд ли. Смотри, вот они А еще внимание на наших наставников, можем увидеть, ведь можем видеть, что Вот они. Ну, в истории 9 Лжедмитриев. Пойдем там пойдем. Приплыли экскурсионные. Сейчас там экскурсии, народу много, я подошла к женщине к одной и говорю, откуда приплыли? Мы, говорит, на корабле Александров. Ну откуда? Говорит, с Вологды. Вот они останавливаются, и в каждом городе вот у них экскурсии, у них такие тут наушники, все говорят. Вот. Экскурсовод такой дядечка, интересно. Но он так не громко говорит, то есть там хоть сколько экскурсий, если они все в наушниках, только они друг другу не мешают. А он там один тоже был, а как он остался? Вот этот Дмитрий Царевич, он умер в возрасте 8 лет. И до сих пор идут загадки, как он умер. То есть по одной версии он играл в ножик перочинный и как бы наткнул нечаянно на себя и порезал, умер. Вторая версия, он сбежал в Польшу,
ну, когда были восстания. Вот. И оттуда и появились потом Лже-Дмитрии. Их было официально 9 официально Лже-Дмитриев. Третья версия углическая, что и его убили, ну, заказчики, когда была смута вот эта. Была напрасная и для меня, и для него. А скоро лед на речке тронется, и проходики пойдут, а мое сердце успокоится, а молодые мои годики пройдут. Ах ты, судьба, моя судьбинушка, давай обнимемся с тобой, как две березки, сиротинушки, да над рекой, да над рекой. Ах ты, река, река-подруженька, порвется белый твой наряд. Куда ушел мой милый суженый, об этом вслух не говорят. Ох, папа у нас на Спасскую площадь выехал прямо на машине. Так, здесь только направо. Тут только направо у нас. Что-то я вот не помню, чтобы мы тут гуляли. Мы сюда и не ходили, мы вот там прямо прошли. Все правильно. Так, тут направо нельзя, значит здесь поедем налево. Да, прямо кирпич. А, тут что ли? А, это и все тупик, что ли, здесь? Я думал, туда проедем. Давай здесь станем. Давай. Да, ремешками не хватает. Как мы его вчера не заметили, ангелочка этого. Идем в музей гидроэнергетики. Художники вот сидят и творят. Фото и видеосъемка оплачивается дополнительно. Сколько интересно? Вода кипит просто. Если туда прыгнуть, там не выплывет. Конечно, засосет. Скорее всего, вот эти лопасти, которые разгоняют ту воду. Чуй себе, мы тут по Спасской-то улице, а? На машине мчим. Так, столовка где-то вон там. Вот где-то
А, за светофором, наверное. Время 12:26. Смотрите слева название столовой. У нас обед. Вон столовая. Вот это, наверное, да. Так, вот там вот заехать. Сейчас развернусь. Мы едем по улице Ленина. Что-то уже, смотрите, дома, да? Балкончик, тоже такая лепнина. Красота. И второй тоже вот. Тоже балкончик. Ой, уже как вкусно пахнет пирожками. Это мы в старинном здании идем. Ух, какие потолки, там еще выше можно. Здравствуйте. Куриная лапша, фасолевый и сливочный. Вот сейчас будет видно. Вот, видите? Ух ты! Перепад воды там и здесь. Здесь вот как высоко и там низко. 12 метров. О, эти идут, это другие. Другие. Перепад воды. Да, видишь как? Там вот кораблик ждет. И там. И вот другие эти цепи. Не цепи. Богоявленский женский монастырь. А, смотрите, а мы тут не были. Ой, какой домик симпатичный. А, мы по этой улице заезжали. Мама все музыку Да уменьшает. потому что она блокирует. О, кораблик! Мы как близко подъехали к кораблику. Давай прикольнемся, погуляем. Давай посмотрим.
Что за красота такая? Мама. Вот это теплоход Василий Суриков. Это четырехпалубный круизный лайнер класса премиум. Находится в эксплуатации с 1975 года. Он построен в Австрии в 1975 году. Назван в честь художника. Длина его 110 метров, ширина 14,5. Вмещает до 186 пассажиров. А вот это теплоход Александра. До 2022 года он назывался Шевченко. Это четырехпалубный круизный лайнер. Он является единственным в России представителем немецкого проекта 302 МК. Длина у него 129 метров. Он построен в Германии в 1991 году. 96 номеров, большинство с собственными балконами. Ну вот они вот выходят, да? Ага. Есть категории комфорт, полулюкс и панорамный люкс. Шведский стол. Короче, все. Я решил. Что решил? В будущем возьмем круиз такой по Волге. А если С у нас... панорамным видом. 500 тысяч. А если у нас по лезе укачивание будет? Да? А что там на речке, что там укачивает? Это же не океан. Он еще сюда ходит, знаем. А это прогулочный, да? Не знаю. Наверное, да. Так, ну мы 66. опять решили взять этот музей гидроэнергетики. Третий раз подходим. Надеюсь, удастся. Представляете, вот мы взяли нас 3 человек, и еще только 2, и все, больше никого не берут, потому что, говорят, народу тьма. А, говорит, утром, которое на 11 часов было, там, говорит, еле группу набрали. А куда нам идти? Очень нам понравилось в этом музее. Такой экскурсовод, так интересно программу преподнес. Вообще класс. Ирина зовут. Экскурсию переживала за женщину, которая там на парковке хотела все оплатить и не знала, как оплатить. Потом я в итоге приканул. Да. Ну, И когда мы уехал. зашли на экскурсию, а ее не было, потому что все, она уже в очередь, не успела, не влезла в нашу группу. И вот она дождалась 4 часов, и вот сейчас мы ее встретили, зашла. Представляете, да? Какое желание попасть. Но, как бы, если будете в Угличе, то экскурсия номер 1, это, конечно же, в это гидрологический музей. Просто молодцы, восторг. Все, время 15:40, на улице 20,5 градусов. Мы выезжаем из Углича. Вот поднимаемся на мост. Едем дальше.